Здравствуйте, уважаемые друзья, любители футбола и поклонники аналитической программы «Прогнозист». Мы продолжаем прогнозировать центральные матчи топ-5 чемпионатов стран Европы совместно с нашими партнерами, международной букмекерской компанией «Париматч». И поверьте мне, этот уикенд обещает быть очень-очень жарким. И вот почему. Из-за кубковых матчей в Англии игры АПЛ не состоятся, но мы нашли одну очень интересную вывеску в матчах Кубка Англии. Манчестер Сити, лидер АПЛ, сыграет против лидера чемпионшипа Фулхэма. В центральном матче Ла Лиги сыграют Барселона против Атлетико Мадрид. В Италии нас ждет дерби де ла Мадонина, Милан-Интер. Бавария сыграет против Лейпцига в центральном матче Бундеслиги. Ну и, наконец, монегасский Монако примет ткачей. Лион. Монако-Лион. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Начинаем наши прогнозы с матча Кубка Англии. Именитый Манчестер Сити будет иметь дело в данном матче со своим зеркальным отображением, только наводящим на всех ужас в рамках чемпионшипа. Так что за сохранность своих ворот хозяева должны здесь опасаться, которые к тому же традиционно позволяют многое в атаке личным оппонентам на ранних кубковых стадиях, в частности пропустив гол от представителя 4-го по силе дивизиона Суиндона Таун в 1/32 финала. Ну а в 1/16 действующего Кубка Лиги Ман-Сити также оказался благосклонен к нападению скромных гусей из Уикэмба Уондерерс, играющего в чемпионшипе, победив его на родном Этихаде с итоговым счетом 6-1. Возвращаемся к Фулхэму и видим единоличного флагмана чемпионшипа с просто убийственной атакующей линией, которая практически не замечает чужой защиты в нынешнем сезоне, издевательски кладя пачками голы в чужие ворота на фоне крайних противостояний со Сток-Сити 3-2, Бирмингемом 6-2, Бристоль-Сити 6-2, Рейдингом 7-0, Блэкберном 7-0. Это, между прочим, сильная команда со второго места, ну и тому прочее. Наверняка предстоящая баталия между лидерами своих дивизионов Манчестером Сити и Фулхэмом вызывает повышенный интерес в мире британского многомяча, то есть футбола, где приковывающие все больше взглядов собственным буйным и бурным футболом дачники должны пройти настоящее боевое крещение, экзаменуемые такими же монстрами, хозяевами. Считаю, что волшебное и сверхзвуковое нападение лондонцев и здесь не останется на голодном пайке. Поэтому мой прогноз на этот матч – обе команды забьют. Двадцать-третий тур Ла Лиги состоится 5 и 6 февраля. Все переносы связаны не только с какими-то ковидными вопросами, сколько с Кубком африканских наций и идущими национальными отборами на чемпионат мира в Катар. И так уж совпало, что финал Кубка Африки будет 6 февраля. Но перед этим мы обязательно увидим игру двух команд. Действующего чемпиона Испании Атлетико Мадрид и настрадавшуюся за этот сезон Барселону, которая не так давно осталась еще и без Кубка Испании. 25 января главный тренер каталонцев Хави отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 42. И все любители футбола желают ему здоровья, счастья и успехов. Особенно поддержка ему нужна именно сейчас, в самые черные с 2004 года времена для Барсы. Команда показывала силу духа в игре Суперкубка против мадридского Реала и матче 1/8 Кубка Испании против Атлетико из Бильбао, но в обоих случаях уступила в дополнительное время со счетом 2-3. Беда еще и в том, что у команды в Кубке Испании получил травму Ансу Фати, вследствие чего атакующая мощь команды почти заглохла. Сейчас на острие атаки находится Люк де Йонг, который отличился в 3 подряд турах Ла Лиги, забивая единственные голы команды. 2 раза это спасло команду от потери очков. В Кубке Испании классный гол забил Ферран Торрес, схожий с тем, что залетел в ворота синегранатовых от Икера Муньяина уже на 2-й минуте. Пока еще может тащить Тер Стеген, пока еще оправдывает на все 100% все свои авансы лучший молодой игрок минувшего года Педри. Но долго ли продлится этот фарт? Потерь куда больше, чем приобретений. Серхио Агуэро решил не рисковать здоровьем, чтобы с ним не повторилась трагедия Кристиана Эриксона, и завершил карьеру. Раскапризничался Усман Дембеле, которого хотят выгнать из-за его требований по зарплате. Опять не сыграет Самуэль Умтити. На фоне этого слухи о попытках купить Эрлинга Холланда кажутся еще большим абсурдом при финансовых проблемах клуба.
Луис Суарес точно вернется в команду в прекрасном настроении, поскольку в отборочном турнире к чемпионату мира Уругвай благодаря голу Кусареса взял верх над Парагваем и наконец-то одержал победу после 4 неудач, поднявшись на 4 место в отборочном турнире. А вот клубные дела у Мишек идут не ахти, хотя и не до такой степени, как у Барселоны. В 1/8 кубка их выбил Реал Сосьедад со счетом 2-0. В 22-м туре была одержана тяжелейшая победа над Валенсией 3-2. Причем хозяева отыгрались со счетом 0-2 и спасли матч только в компенсированное время, забив 2 гола. А спасибо за победу в 22-м туре надо говорить за это Анхелю Корреа, который забил 2-й гол и организовал 3-й. Диего Симеоне придется проводить какие-то серьезные перестановки. Непонятно, на кого рассчитывать в такой ситуации. Гризманн только восстановился после травмы. Облак при своем гениальном уровне не может заменить абсолютно всю защиту, которая за 3 матча, 2 в Ла Лиге и 1 в Кубке, пропустил 6 мячей. Веселенькая картина, не находите? А Гризманн еще после травмы не восстановился. Ну так, на кого рассчитывать? Коке, Жоау Фелиша, на возвращение Маркоса Llorente? Вопросов много, ответов очень мало. Симеоне находится не в таком кризисе, как Хави, но с него тоже будет большой спрос. дар бозӣ ки санаи 6 феврал баргузор мегардад ба фикри шумо миёни Барселона ва Атлетико Мадрид дар доираи Лигаи олии Испания оид ба футбол ки ғолиб мешавад? Атлетико Мадрид барандаи бозӣ мешавад. Валӣ мегӯяд ки Атлетико Мадрид ғолиб мешавад ва Рафӣ низ мегӯяд Атлетико Мадрид. аз Валӣ оғоз мекунем. бо кадом ҳисоб Атлетико Мадрид ғолиб мешавад? имконияти зиёди бурди Атлетико Мадрид аст ки ба ҳисоби 2-0 бар Барселона ғолиб шавад. Атлетико Мадрид 2-0. чаро 2-0? Барселона футболбозони нав харид барои худ. Барселона бозиҳои гузаштаи худа бисёр бохт карда. Дига имкони бурд Атлетико Мадрид зиёдтар. яъне барои бозиҳои гузашта бале ба ҳамин фикр шумо яъне мегӯяд ки аз Атлетико замоне Мадрид ки Лионел Месси аз Барселона харид шудагӣ аст, дига Барселона у бозӣ собиқа наметавона кард. яъне сабаб набудани Лионел Месси низ ҳаст. Рафӣ навбати шумо 2-1 шояд бубарад. 2-1 бо кадом сабаб? бахтар Атлетик плеерҳои қавӣ дорад. Атлетико Мадрид футболбозони қавӣ дорад. Ташаккури зиёд бигзорам ин тавр бошад. Ки ғолиб мешавад ба фикри ту? Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид дар меҳмонӣ бозӣ мекунад, медонед? Фарқ надорад, Атлетико ғолиб мешавад. Бо кадом ҳисоб? 2-1 бигзор 2-1 бошад. Салом махсус, номи ман Фирдавс аст, ҳамкорам Шаҳноз. мо аз ширкати букмекери Паймаш Ширксод. штаре ки ба фикрам алҳол мо гуфта будем барояд 6 феврал бозии Барселона ва Атлетико Мадрид моро интизор аст дар доираи Ла Лига. ба фикри шахсӣ ту дар ин бозӣ ки ғолиб мешавад? ба фикри шахсӣ ман бозӣ 2-1 мешавад. мусовӣ мешавад яъне бо ҳисоби 1-1. 1-1. ба фикри шахсӣ шумо ки ғолиб мешавад дар бозӣ? Барселона беҳтарин команда. барои ки беҳтарин команда аст. бигзор ҳамин тавр бошад. бо кадом ҳисоб? ҳисоби 2-0 мезанад. 2-0. Бале. бигзор ҳамин тавр бошад. Впереди 6 февраля состоится матч между Барселоной и Атлетико Мадрид. Как вы думаете, кто выиграет в этом матче? Я думаю, выиграет Атлетико Мадрид. Почему? Потому что состав Барселоны сейчас слабенько играет. Трансферное окно, вы, я так понял, вы не так сильно обратили внимание, да? То есть Да. они купили новых футболистов. Тот же Ферран Торрес, который они купили у Манчестер Сити. А, да? Да. Ну, я давно уже не слежу за ними. Ну, скоро будет повод за этим следить. Ладно. Все-таки, кто выиграет в этом матче? Атлетико. Атлетико Мадрид выиграет. Да. С каким счетом? Давайте 2-1. 2-1 Атлетико Мадрид Да. выиграет. То есть это вас не останавливает, то, что Атлетико Мадрид является гостем в этом матче, да? Да. 2-1 Атлетико Мадрид. Да. Пусть так и будет. Эти команды выводятся только за счет громкого имени, да и то на бумаге. Теперь же тут придется серьезно задуматься, поскольку громкое имя их уже не спасает в этом сезоне. Их разделяет всего 1 очко. Атлетико пока что на 4-м месте, а Барса на 5-м. А если 4-е место дает шанс попасть в Лигу чемпионов, то 5-е место отправляет в Лигу Европы. Возможно, мы увидим очередное голевое безумие при хромающей на обе ноги обороне у обеих команд. Но вряд ли у кого-то будут моральные силы переломить ход встречи. Поэтому мой прогноз на этот матч – ничья между Атлетико и Барселоной.
Очередное миланское дерби станет огненным. Нечасто бывает так, что соперники подходят к нему в статусе лидеров чемпионата. В случае победы Интер сможет серьезно оторваться в турнирной таблице от своего извечного соперника, а Милан в случае поражения рискует потерять шансы на Скудетто. Перед началом сезона Интеру многие предрекали спад, и уж точно никто не рассматривал эту команду в качестве явного фаворита серии А. Тренерский пост покинул Антонио Конте, ушли лидеры Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими. Замены на их место поначалу казались неравноценными и Эдин Джеко, и Дензел Думфрис. Главным тренером стал Симоне Инзаги. Хоть он уже успел себя зарекомендовать в итальянском чемпионате, но до достижений Конте ему еще далеко. Однако стартовал чемпионат, и Интер стал показывать игру даже более интересную, чем при Антонио Конте. Инзаги удалось сохранить все хорошее, что было при прошлом тренере, и привнести свои идеи. Команда разогналась так, что в декабре одержала 6 побед подряд, не пропустив в свои ворота ни одного мяча. На европейской арене Инзаги удалось сделать то, чего не смог добиться Конте за 2 года – вывести черносиних в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате Интер уверенно лидирует, имея игру в запасе. Начало года для команды выдалось не таким радужным, как декабрьский отрезок. С трудом удалось победить на своем поле Венецию 2-1. Была потеря очков с Аталантой в Бергамо 0-0. В Кубке Италии лишь в дополнительное время нерадзури сломили сопротивление Эмполи 3-2. Зато был завоеван Суперкубок Италии в противостоянии с Ювентусом. Есть некоторые успехи команды на трансферном рынке. Из Аталанты пришел левый защитник Робин Газенс, в аренду у Дженуа взят Филиппе Кайседо. К дерби Интер подходит во всеоружии. На осеннем отрезке турнира Милан лидировал в чемпионате. Тем обиднее осознавать болельщикам факт, что Интер сейчас смог опередить их любимый клуб. Проблемы в последних турах возникли на пустом месте и не по вине футболистов. Стефано Пьоли. Если в противостоянии с Ювентусом в предыдущем туре нулевая ничья может рассматриваться как закономерный итог, команды по ходу матча практически не создали опасных моментов и могут винить плохое состояние газона на стадионе Джузеппе Меацца. То в поражении на своем поле от аутсайдера Специи 1-2 россонери могут винить арбитра встречи. Милан в любом случае никто не будет списывать со счетов в борьбе за Скудетто, а если удастся одержать победу в дерби, то интрига закрутится еще больше. Затем у россонери в чемпионате вполне благоприятный календарь. Матчи с Сампдорией и Удинезе дома и выезд в гости к аутсайдеру Салернитане. Серьезным испытанием на февральском отрезке станет только домашняя игра на Кубок Италии с Лацио. Красночерные в эту небольшую паузу тоже смогли усилиться. В команду пришел нападающий Цервены Звезды и молодежной сборной Сербии Малко Лазетич. У любого дерби, тем более миланского, свои законы, но в данном случае отдаю предпочтение Интеру. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Интера. В 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют Бавария и РБ Лейпциг. Красные борются за чемпионство, в то время как быки стараются попасть и закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Бавария после выхода из зимних каникул проиграла Боруссии Мюнхен-Гладбах, но потом подопечные Юлиана Нагельсмана сполна реабилитировались перед родными фанатами, разгромив Кёльн 4-0 и Герту 4-1. В составе ФК Голливуд стоит выделить Роберта Левандовски, который в 2022 году продолжил уверенно пополнять свой бомбардирский багаж. За 3 матча польский форвард забил аж 4 мяча. В отличие от Баварии, Лейпциг в новом году сыграл 4 матча, так как был еще кубковый поединок, где быки переиграли Ганзу 2-0 и вышли в четвертьфинал. А в Бундеслиге команда Доминико Тедеско обыграла Майнц 4-1, Штутгарт 2-0 и Вольфсбург 2-0. Все 4 победы, правда, в следующей игре продолжить успех вряд ли удастся. Все 4 победы, правда, в следующей игре продолжить успех вряд ли удастся. Для Баварии Лейпциг является очень неуступчивым соперником. В последних 5 очных противостояниях мюнхенцы победили только дважды, а в остальных 3 случаях была зафиксирована ничья. По какому сценарию пройдет предстоящая битва, ответить не так-то просто. Быки нестабильно проявляют себя в текущем сезоне, хотя в последнее время результаты команды смотрятся отлично. Бавария любит и умеет доминировать. Команда такого класса просто обязана побеждать даже сильного соперника, тем более на своем поле. Ждем яркий и динамичный матч, где будут забиты голы. Но победителем пары выйдут Нойер и компания. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа Баварии.
Монако и Лион в чемпионате Франции пока идут вне еврокубковой зоны. Тем важнее для обеих команд очная дуэль. Кому удастся поправить турнирное положение по итогам предстоящей игры? Как известно, в конце декабря Монако уволил с поста главного тренера Нико Ковача и назначил бельгийского специалиста Филиппа Клемана. Под руководством нового наставника, трехкратного чемпиона Бельгии с Генком и Брюгге, монегаски успели провести 4 матча. Пока рано делать фундаментальные выводы, но, по крайней мере, понятно, в какой футбол будет играть Монако Клемана. После нулевой ничьей с Нантом команда провела 3 очень результативных матча. Сначала разгромила на своем поле Клермон 4-0, затем уступила на выезде Монпелье 2-3. А в минувшем воскресенье также в гостях справилась 4-2 с Лансом в рамках Кубка Франции. Атака у нового тренера Монако явно в приоритете. В турнирной таблице чемпионата Франции Монако по итогам 22 туров занимает 8-е место. Отставание монегасков от топ-3 зоны Лиги чемпионов составляет 7 очков. От топ-5 зоны Лиги Европы и Лиги конференций гандикап в 2 балла. Насчет качества игры команда Петера Босса можно поспорить, но очки в последнее время Лион набирает стабильно. К матчу с Монако ткачи подходят с серией из 3 побед к ряду. После 4 подряд ничьих в рамках Лиги 1 Лион поочередно переиграл с одинаковым счетом 1-0 Труа и Сент-Этьен, а среди недели дожал в концовке Марсель 2-1. Пропустив уже в начале игры, Лион активизировался во втором тайме. В результате на 76-й минуте отличился Джордан Шакири, а на 89-й победный мяч вбил в сетку Муса Дембеле. Прекрасный и важный с точки зрения психологический успех над принципиальным соперником. Удачный отрезок позволил Лиону вернуться в гонку за Еврокубки. Ткачи занимают 7-е место в турнирной таблице, на 1 балл опережая Монако. Встреча с Марселем в очередной раз убедила, что Лион вернулся в игру, так что переиграть ткачей монегаскам будет непросто. Если Петер Босс работает во главе Лиона с начала сезона и команда под его руководством уже достигла прогресса, то Филипп Клеман во главе Монако, можно сказать, еще не прошел период адаптации. Более стабильные гости здесь могут не просто набрать 1 балл, но и увести со стадиона Луи II победу. Поэтому мой прогноз на этот матч – победа или ничья на Лион. Уважаемые друзья, на этом у нас все. Для тех, кто пропустил наш выпуск, еще раз кратко повторяем. Манчестер Сити, Фулхэм. Обе команды забьют. Барселона, Атлетико Мадрид, ничья. Мы дали ничью в этом матче. Интер, Милан. Победа Интера. Бавария, Лейпциг. Победа Баварии. Ну и Монако, Лион. Победа или ничья на Лион. Уважаемые друзья, я на этом с вами прощаюсь ровно на 1 неделю. И да сбудутся все наши прогнозы. Au revoir.